Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, что вас ждет, что по судьбе на будущей неделе. Чем удивят и чем порадуют вас следующие 7 дней. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите имя, дату рождения, так и спросите, что по судьбе, что ждет на будущей неделе. Я думаю, вы все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Вот какой-то праздник, настроение, ощущение, да, каких-то хороших глобальных перемен, вот предвкушение, да, каких-то событий для вас хороших, таких веселых и праздничных. Вот всю неделю вы вот как будто бы в облаках летаете. К чему-то будете готовиться, может быть, вас пригласят, а может быть, у вас будет день рождения, да, либо какой-то юбилей, праздник в вашем доме, и вы будете вот в таком хорошем настроении к этому готовиться. Смотрите, у вас в голове праздник, у вас в голове подарки, у вас в голове там танцы, хорошее настроение, вкусная еда, одежда какая-то, да, как себя там нарядить, украсить, вы об этом думаете. Очень хорошее доброе настроение. Кто-то из вас вот в сегодняшнем дне еще не знает, что вас позовут, либо что вас куда-то пригласят. Но, мои хорошие, это действительно вот задаст вам хороший тон и такое позитивное настроение на всю неделю. Смотрите, неделя у нас очень хорошая, она очень семейная, теплая и добрая. Видите, дерево семейное, и здесь 2 человечка. У кого-то отыграется как действительно встреча с человеком по судьбе, встреча, знакомство. Может быть, на этом празднике вы как раз-таки встретитесь и познакомитесь. А у кого-то отыграется, что наконец-таки 2 любящих человека сойдутся, объединятся и начнут растить свое семейное дерево. У других же может отыграться, что в семье наступит наконец-таки мир. Мир, да, вот семья восстанавливается, люди примиряются, люди с чем-то, например, соглашаются, либо договариваются, говорят, ну все, хватит нам дурить, надо жить друг для друга, для детей, для нашего будущего. То есть здесь очень теплое объединение. Кстати, у кого-то может еще отыграться, как семья восстанавливается, да, разные поколения в семье, ну вот, налаживают связь, может быть, съезжаются, может быть, встречаются. То есть вот все, что связанное хорошее, доброе, позитивное с семьей, вот у вас на этой неделе будет происходить. Так, еще, мои милые, но здесь у кого-то свадьба, однозначно свадьба, либо вы будете приглашены на свадьбу. Потому что здесь, ну, прям все знаки, которые говорят о свадьбе. Не знаю, может, правда у вас свадьба будет. Свадьба, мероприятие, либо вы узнаете о чьей-то свадьбе. Вы будете очень рады и счастливы за тех людей. Может быть, подарок вы будете кому-то на свадьбу выбирать и покупать. Но все вы делаете, вот прям подъем настроения у вас, и на позитиве вы все делаете. Так, мои хорошие, здесь мне очень нравится, что женщина хозяйка судьбы. Вот на этой неделе конкретно у женщин идет преображение вас, вашей внешности. Может быть, гардероб вы поменяете, может быть, дом вы как-то будете украшать. Вот что-то вы делаете такое прям глобальное, как для себя, так и для тех, кто вас окружает. Вы полны энергии. Вы с любовью все делаете, вот на позитиве, на драйве даже на каком-то. Вот прям всю неделю вы как бабочка порхаете, поете, вот настроение у вас очень хорошее. Но вот чтобы вы понимали, есть те, кому это не понравится. Есть те, которые попытаются, ну, скажем так, кинуть вам в спину какой-нибудь грязью.
вонючий, вы на этих людей не ругайтесь. Не позволяйте этим провокациям омрачить ваше настроение. Они это специально будут делать. Вот у вас за спиной вот 2 человека стоят и на вас так смотрят и думают: эх, мы тебе сейчас зададим, да, что ты такая счастливая тут ходишь. И будут какие-то провокации. Вот именно от 2 у вас идти. Может быть, кто-то на работе, а кто-то по соседству. Может быть, даже, извините, в доме у вас такой человек притаился, который против вашего хорошего настроения. Не поддавайтесь на провокации. Вам, значит, извините, дули крутят, да, либо там обзывают, а вы улыбаетесь человеку и говорите: фу, а мне все равно, я тебя люблю, я всех люблю. Не позволяйте испортить себе настроение. У вас от этого настроения, во-первых, удача идет, везение, удача. Во-вторых, по здоровью у вас улучшения идут. То есть вы о каких-то своих болячках, о каких-то своих проблемах просто забудете. Напрочь забудете и даже вспоминать не будете. То есть хорошая энергетика, она и очищает, и избавляет, и даже вот подлечивает, да, излечивает кого-то. Все нормально, мои хорошие. Не позволяйте мерзопакостным людям вмешиваться и вас туда на дно, в грязь тащить. Вот этого делать не надо. Если вы будете бурно реагировать, вы будете растрачивать свою энергетику. Ваше настроение будет портиться. Как бы будете возвращаться к той ситуации, из которой вы вышли. Вы же этого не хотите? Правильно. Нет, не хотите. Поэтому не позволяйте. Не позволяйте. Говорю, вам там рожи кривят, а вы улыбаетесь. Все. Никакой ругни, спокойствие и позитив. Не зря я вам сказала про удачу. Как-то вы легко с какими-то очень важными делами справитесь. С очень, кстати, каким-то человеком, человек какой-то упырь, вот честно, да, может быть, даже его так называют, и его все боятся. Он при какой-то должности, либо при каком-то положении. А вы такая налегке, там, ногой дверь открываете, говорите: здрасте, мне нужно то и то и то. Человек, обалдевший, на вас смотрит, думает: мало ли, что-то она такая смелая, значит, что-то знает, значит, я тут должен подписать, либо сделать то, что она хочет. Вот на изи будете получать, понимаете, пользуясь вот этим хорошим настроением. Здесь еще удача может быть с каким-то, я не знаю, разрешением, документом. Может быть, детей будете куда-то оформлять. Может быть, какой-то вопрос вот с документом, паспорт, либо как справка, да, вот что-то очень сложное, но у вас так легко все получится. Вот прям вам все двери будут открыты. Вот ваше настроение хорошее, доброе открывает вам все двери. Запомните, да? Сохраняем по максимуму это настроение, и тогда удача всегда с нами. И здесь еще, смотрите, какой-то человек перед вами не устоит, как человек у ваших ног. Человек говорит: я не могу тебе отказать, да, я не могу тебя опечалить, да, вот ты такая позитивная, лучезарная, такое солнышко, да, зашло солнышко в наш кабинет, либо комнату, и нам всем стало хорошо и тепло. То есть какой-то человек прям к вам склонится и не откажет, а наоборот вот как поможет, подскажет, что-то для вас вот прям такое хорошее сделает. Так, идем дальше. Тут семья, здесь муж с женой. У мужа улучшения в делах происходят. У мужа могут быть командировки, могут быть какие-то поездки, но ближние поездки. При этом здесь вот как выравнивание и стабилизация ваших отношений. Может быть, вы не разговаривали, может быть, вы действительно как-то в контрах были. Здесь у вас и постельная жизнь налаживается, да, если можно так сказать, и взаимоотношения. То есть вы прям друг к другу прям тянетесь, да, может быть, вы давно с друг другом даже не разговаривали, а тут у вас и беседы задушевные, и он вам там смайлики, смс-очки, и вы ему там Тёмы, и что хочешь, а ты что хочешь, а пошли погуляем, а давайте я что-нибудь куплю. Прям тьфу-тьфу-тьфу, господи, тьфу-тьфу-тьфу. Такая идиллия у вас вот именно в паре наступает. Такого у вас даже в самые лучшие времена не было, когда вы, например, только встречались, общались. Вы прям за друг другом прям труситесь. Очень, очень замечательно. Вот старайтесь сохранить это. Это действительно счастье. Вы поймете, как это прекрасно, когда ты любишь и любим в ответ, когда ты можешь свободно говорить о своих чувствах, когда твой партнер не стесняется, вот говорит, что чувствует он, да? Вот прекрасные взаимоотношения идут. Но
Вот, чтобы вы понимали, тоже вот вышла какая-то злодейка, которой это не понравится. Может быть, свекровь, может быть, какая-нибудь завистливая соседка. Старайтесь обереги ставить на себя, на свой дом, на своего любимого человека. Булавочки, молитвы написанные, положенные в карманчик, амулетики. Вот все, что умеете, все, что знаете, постарайтесь это делать. Ну и, конечно, постарайтесь, чтобы поменьше людей знали о вас, о ваших планах, о том, что у вас в семье происходит. Понимаете, чужое счастье, оно ведь глаза мозолит. Есть такие люди, которые несчастные, Богом обиженные, да, они этого не любят, они этого не переносят. Поэтому меньше знают, крепче спят. И подругам своим поменьше старайтесь рассказывать то, что у вас в семье, что у вас там с мужем, либо с женой происходит, там, подругам, друзьям, кто меня смотрит, мужчины, женщины. Здесь очень важно то, что у вас внутри, в доме, в семье, хранить в доме, в семье. Опять же, общие фразы. Что, как дела? Да, как всегда. Да, нормально. Как у всех. Ничего особенного. Живем. Да? Есть же, есть. Не зря же их люди придумали. Не зря. Поэтому пользуйтесь. Счастье свое разделите со своим партнером. Вот это будет правильно. Делиться счастьем с друзьями, с подругами, поверьте, не все. Вот не все в вашем окружении будут этому рады. Дальше, мои хорошие, здесь кого-то похвалят. Причем похвалят, знаете как? Тут не только похвалят, тут еще что-то дадут. На работе, может быть, даже как-то по соседству. Вот что-то вы сделали, либо что-то вы делаете. Вот люди обратят на это внимание. Вот подойдут и скажут: какая же ты умничка, какая же ты молодец. Вот что бы мы без тебя делали? И вот что-то дают, не могу сказать, что. Но что-то небольшое, но тем не менее приятное. Такая какая-то маленькая вот курочка. Может быть, действительно курочку вам дадут. Кто знает, да, может быть, вы какое-то угощение получите. А может быть, и денежку дадут. Прекрасно. Так, с детьми здесь вопрос выходит. Обращайте внимание на детей, на то, чем они интересуются и чем занимаются. Здесь нужно разговаривать, здесь нужно как-то время уделять. Очень хорошо, если бы вы с детьми куда-нибудь сходили, просто вот вместе время провели, поинтересовались, да, что ты, ребенок, делаешь, а что тебе нравится, а чем ты увлекаешься. Знаете, какой-то душевный разговор, близость нужно наладить с вашим ребенком, либо с вашими детьми. Так, по поводу здоровья я уже сказала, да, у вас вот прям тьфу-тьфу, да, вот прям такое хорошее состояние, боевое, бодрое. Не думайте вы ни о своих болячках, и вас особо ничего не беспокоит. Так, готовить кто-то очень много будет. Готовка идет, причем в удовольствие готовите. Может быть, какую-то свою короночку, да, коронное блюдо будете готовить. Может быть, для дорогих и близких людей будете готовить. Вот прям постарайтесь, такой прям шедевр забабахаете, вот прям любо-дорого. Выслушаете кучу комплиментов и кучу благодарности от своих близких, да, вот кого вы будете угощать. А кто-то в себе, в принципе, откроет кулинарный талант. Может быть, времени у вас, да, не хватает, чтобы какие-то шедевры там вытворять на кухне. А тут прям и желание, и время, может быть, будет, и сделайте что-то невероятное. Не забудьте пофоткать на память, чтобы потом всем показывать, чтобы за вас люди могли порадоваться. Так, здесь у меня какое-то свидание очень необычное идет. Знаете как? Вот человек, вот как будто бы к вам бежит откуда-то, спешит, бежит. Может быть, вы не ждете, что этот человек приедет, либо появится. И вот человек прям врывается в вашу жизнь и говорит: ну все, я приехал, пошли там на свидание, давай встречаться, общаться, со всеми вытекающими. Прям такая яркая, вот как звезда, да, загорается у вас над головой. И такое состояние вот эйфории, когда мужчина и женщина никого больше не видят, только друг друга. Вот, очень
такие яркие чувства вы испытаете. Но особенно для девочек отыграется, кто, ну вот вообще не ждет, да. Мужчина либо сюрприз делает, вот так ворвется в вашу жизнь, либо мужчина долго, например, скрывал свои чувства, эмоции, и тут уже, ну, не выдерживает, да, вот прям глаза встретились, он в вашу сторону бежит, говорит, ну все, люблю, ну не могу больше себя сдерживать, вот хочу быть с тобой и все, и пусть трава не растет, да, давай будем вместе. Но у кого-то прям роман начнется. Не зря нам тут дерево показали, да, вот любовная тематика идет, через всю неделю вам проходит. Так, еще здесь у меня 3 друга, 3 товарища, еще кто-то 4-й мелкий, ну, либо случайный человек, либо не так близко, да, вы общаетесь. А здесь люди вот вместе будут собираться, что-то обсуждать, о чем-то говорить, договариваться, делать, может быть, что-то совместное. Очень хорошо проведете время. Так плодотворно, действительно с пользой, и делайте вы все правильно. Хорошие посиделки, от них не отказывайтесь, обязательно идите. Что-то для себя узнаете, с кем-то чем-то поделитесь, может быть, каким-то опытом, кому-то поможете. То есть здесь как прям все взаимовыгодно идет, прям как главное событие у вас происходит. Вот от этого разговора, который произойдет вот втроем, да, либо потом 4-й присоединится, либо 4-й присутствует, но не участвует, какая-то перемена в вашей жизни запустится. Перемена долгоиграющая. То есть это не одномоментный эпизод, а перемена, которая будет вот набирать только лишь обороты. То есть что-то поменяется, что-то вот как входит не спеша в вашу жизнь, там, в ваш дом. Не могу сказать, что, но это очень важно, это нельзя пропустить. Вот 3 человека разговаривают. Вот именно в этот момент что-то произойдет. Так, еще по поводу дорог. Ну, дороги у вас все, в принципе, светлые, дороги открытые. Вы на хорошем позитиве, да, на хорошем настроении, вы ничего не замечаете, никаких проблем, никаких трудностей. И знаете, у вас как оберег идет, да, от этого хорошего настроения. То есть неприятности, вот я уже говорила, да, как будто бы с вашего пути спрыгивая, да, от вас так подальше держатся. Думают, ой, она идет, светится, давай-ка от греха подальше отойдем от нее. Такое состояние. Вот, единственное, что могут быть какие-то... Вот что-то вы можете забыть. Забыть там зонт, кулек, пакет, да, вот что-то можете забыть где-то. И вот вы забыли, да, думаете, ну вот все, пропал мой зонт. А вас человек либо найдет, либо, ну, как вещь к вам вернется. То есть вы еще будете удивляться, как так, да? Я там в маршрутке ехала, зонт оставила, а тут на следующий день иду, тот же водитель говорит, здрасте, вот ваш зонтик, вы у меня вчера забыли. Как-то вас люди даже будут запоминать, обращать на вас внимание. Ну, свет изнутри у вас идет. Прекрасно. Так, вот у кого-то план, либо на какую-то поездку. И я вижу, что кто-то будет собирать вещи. Собирать, и вот тоже хорошее настроение, вы собираете вещи. Вот хочу вас предупредить, чтобы вы лишнего не брали. Вы, может быть, такой запасливый человек на все случаи, да, там жарко, не очень жарко, прохладно, холодно, да, на все случаи наберу. Вот этого делать не надо. Вы рискуете собрать какие-то нереальные баулы, сумки, а потом все равно придется перебирать. Чтобы вы лишний раз время не теряли, берите действительно самое необходимое. Либо берите то, что вам нравится. Вот то, что я люблю, что мне нравится, то, что я хочу носить. Вот. Не берите лишнего, не набирайте. Не тратьте вы время на эти все пакунки, на эти все сумки. Так, кто-то у меня пойдет приобретать какую-то красивую одежду. Ну вот какой-то случай, вам нужна эта красивая одежда, вы идете, выбираете с таким вот прям, знаете, с посылом, да, я хочу самое красивое, я хочу самое лучшее. Вот. И вы такого хорошего продавца встретите, либо люди, которые будут там продавать, да, вот как-то
вот проникнуться вашей хорошей энергетикой, то вам будут действительно предлагать самое лучшее, самое красивое, и действительно будут советовать. Не так, что вот абы продать. Вы типа берите, хоть оно вас там обтянуло, хоть вы похожи на сосиску, но вы берите, вам хорошо. Это типа самое модное. Нет, здесь люди вот прям честно, вот прям будут подбирать, будут стараться. Вы с этими людьми даже разговорите, с этими продавцами. Ну, прям тут еще раз постучу. Мне так нравится эта энергетика. Я вот сижу, прям улыбаюсь. Вот, мои хорошие. Неделя на одном дыхании называется. Насладитесь вы этой неделей, не позволяйте никому портить настроение, порхайте над землей и старайтесь вот фиксироваться, чтобы как можно дольше растянуть вот это хорошее настроение. Ну и берегите отношения, берегите свои семьи, берегите своих близких. Это очень важно. Ведь человек в одиночестве счастливым быть не может. Всегда должен быть кто-то рядом, кто может с вами и поделиться, и с кем вы можете разделить свою радость. Вот это замечательное состояние. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.